Календар падзей у 115-м зенітна-ракетным полку распісаны шчыльна. Аператыўна-тактычныя вучэнні, палявыя выхады, штабныя і мабілізацыйныя трэніроўкі. Ужо ў ліпені вайскоўцы прымуць удзел у міжнародным армейскім конкурсе «Ключы ад неба» і паспрачаюцца за перамогу з войскамі супрацьпаветранай абароны з Расіі, Казахстана і Китая. Дарэчы, у гэтым годзе 115-й зенітна-ракетны полк заняў другое месца. Оперативно-тактическое учение со всеми войсками, оно также будет проходить на полигоне Российской Федерации Ашулук. Со своей техникой в этом году мы выезжаем туда. Плюс будем пользоваться частично техникой Российской Федерации. Очень большое количество людей будет принимать участие, более 500 человек. Ну и в завершение в сентябре месяце будет проводиться учение в рамках вооруженных сил, в котором тоже наш полк примет участие. І новому папаўненню ёсць на каго раўняцца. Званне лепшы ў боевой падрыхтоўцы часць утрымлівае ўжо 4-й год. Выдатная адзнака і па выніках вучэнняў «Захад-2017». Ожидания на год самые, так сказать, интересные, потому что всегда приятно попадать в новый коллектив, всегда приятно попадать в тот, так сказать, омут, в котором ты никогда не был. Ну а за эти 9 дней у меня на самом деле только приятные впечатления, как о сержантском составе, так и офицерах. Все они, можно сказать, заботятся не хуже родителей. Но единственное, достаточно интересно привыкнуть к этому плотному графику. То есть все по расписанию, все как есть. Я специально обращался в военкомате, чтобы меня направили в ту часть, где есть большинство техники. Я имею водительские права категории БЦ, соответственно, могу работать водителем. Пришел сюда с желанием, так как хочу очень набраться опыта по технике. В нашей части находится огромное количество машин. Хочу заниматься ремонтом, чтобы получить больше опыта, так как в армии это наиболее доступно, чем на гражданке. Новый учебный год пачалі і ў 111-й гвардейской артиллерийской бригаде і ў 48-м асобным батальоне радыэлектроннай барацьбы. Асабовы состав павіталі кіраўніцтва заходняга аператыўна-тактычнага камандавання, камандзіры часцей, ветэраны і святары. Дарэчы, у военным календары гэты навучальны год адзначаны як год вайсковай славы. Участие в командно-штабном учении вооруженных сил в 3-м этапе. Также основные мероприятия – это полигон. У нас полевой выход в апреле месяце на 230-й полигон, в октябре месяце на Брестском полигоне. Настрой у личного состава боевой, готовы выполнять поставленные задачи с высоким качеством, так как в этом году мы среди воинских частей радиоэлектронной борьбы заняли 1-е место, лучшая воинская часть радиоэлектронной борьбы, поэтому мы будем планку держать на уровне. Ужо ў наступным 2018 годзе ўзброеныя сілы Беларусі азначаць векавы юбілей. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».